На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции протестировано 290 человек. У 108 из них диагноз COVID-19 подтвержден. На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском госпитале находится 134 пациента. 110 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии 18 человек. Средней степени тяжести 38 пациентов. Выписано 13 человек. 5 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1947 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 29 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается сложной. В Гудаутский госпиталь ежедневно поступает более десятка пациентов. Многие неравнодушные люди оказывают ковид-центру посильную помощь. Так, житель города Гудаут Абислан Чамагуа доставил в больницу 300 комплектов спецодежды. На сегодняшний день у нас 138 пациентов, из них в реанимации у нас находится 18 пациентов в крайне тяжелом состоянии, 9 человек находятся на искусственной вентиляции легких, в состоянии средней тяжести по больнице порядка 50 больных. Ежедневно поступают минимум 10-15 человек. Медикаментозное обеспечение у нас полное, государство и спонсоры достаточно вовремя в полном объеме обеспечивают нас и медикаментами, и средствами защиты. И огромное спасибо хочу сказать, вот как мы в данный момент получили от отдельных личностей, от организаций, от диаспоры, гуманитарную помощь. В данный момент мы получили средства индивидуальной защиты, крайне необходимые всему медперсоналу, который работает в красной зоне. В постоянном контакте районная администрация находится с руководством госпиталя, районным ковид-центром. И мы по мере возможности находимся рядом с ним, помогаем. Особая благодарность гражданам нашего района, которые неоднократно оказывают финансовую и иную другую помощь. Я хочу выразить свою благодарность моим друзьям из Татарстана, которые оказали нам помощь в виде спецодежды для наших докторов, инфекционистов. Дай Бог, чтобы это больные выздоровели, доктора вернулись домой радостные, счастливые. Сегодня у нас очень плохое положение. Я абсолютно уверен, что многие наши граждане окажут помощь Гудаутскому ковид-центру. У жителей республики в период распространения коронавируса возникает немало вопросов, на которые они не получают ответов. На улицах города мы записали наиболее актуальные и часто задаваемые из них. На вопросы горожан ответил замминистра здравоохранения Алхаз Канджария. У меня такой вопрос. У моей знакомой 2 дня держится температура. Мы звонили участковому, но он не поднимает трубку. А что делать в такой ситуации? Как вы знаете, к сожалению, за последний период времени количество больных увеличилось. И, конечно же, это нагрузка, в том числе и на участковых терапевтов. Почему я говорю о нагрузке? Потому что участковый терапевт не только отвечает на звонки, которые поступают, да, вернее, не только звонит тем людям, которые вот дистанционно находятся на самоизоляции дома и нуждаются в лечении. Также он, помимо всего, общается с людьми, которые ежедневно приходят туда к нему, к этому терапевту. То есть это другая соматика абсолютно, мы не берем во внимание ковид. И плюс еще ковидные больные, которые у него на районе закреплены. Поэтому, если он там в течение сегодняшнего дня вдруг не связался по какой-то причине, это возможно. То есть он наберет завтра, в любом случае, если информация поступила о том, что у нас положительный пациент по такому-то адресу прозывает, с ним в любом случае должны будут связаться.
Да, может быть, подчеркиваю, есть какие-то отдельные случаи, где не смогли дозвониться там, или еще что-то, или еще что-то. Это имеет место быть, и я это не отрицаю. Но мы пытаемся максимально охватить весь ареал больных, которые находятся дома на самоизоляции. Соответственно, для того, чтобы они не усугубились. Потому что, как вы знаете, на этапе, когда пациент, имею в виду, усугубляется, то оказать ему помощь становится немножко сложнее, ежели это протекающая болезнь в легкой форме. Я бы хотела спросить, простые люди, которые вот неожиданно, которые вот работают или заняты, а потом резко заболевают и не знают, к кому обратиться. Я звонила, я просто ОРВИ заболела, сама себя вылечила, правда, и не выходила вообще. Но что хочу сказать, я позвонила в скорую, и там мне сказали, куда позвонить. Туда позвонила, потом в другое место позвонить сказали. Я позвонила, и никакого ответа я не получила. Хотела хотя бы, у меня дома тоже еще дети были, на всякий случай, чтобы анализы взяли. Но получилось так, что и анализы тоже не взяли. Что касается скорой, да, мы должны понимать, что скорая не занимается лечением. То есть в данном случае скорая может перевести с одного учреждения в другое учреждение больного, ковидного больного. Плюс ко всему оказывает помощь всем соматическим больным другим. То есть это не обязательно ковид и температура, да, там может быть давление, может быть еще что-то. Поэтому и плюс ко всему лечение как таковое врачи и фельдшера скорой помощи не назначают. Это делает исключительно участковый терапевт, либо, если, не дай бог, пациент попал уже в стационар, это делает лечащий доктор. То есть скорая не отвечает за вопросы лечения. То есть она отвечает немножко за другие функции. Говорят, не успеваем, одна лаборатория, поэтому такая тягомотина идет. Сколько вы ждали ответа? На 7-й день только сказали. Но мы уже лечились, а потом выяснилось, что мы просто простыли, никакого ковида у нас не было. Человек начинает заниматься самолечением, да, не имея ни отрицательного, ни положительного результата на руках. Мы должны все вместе не забывать о том, что то лечение, которое получают ковид-больные, это специфическое лечение. Это тяжелые, скажем так, ну не будем говорить тяжелые, скажем, что это антибиотики, да, это антибиотики, это иммуностимулирующие препараты, это противовирусные препараты. И извините меня, если, грубо говоря, поднялась температура у человека от флебита, да, вообще никак не связано с ковидом, то данные препараты и в принципе не нужны, потому что они могут пагубно влиять на него. Может, есть какая-то сопутствующая патология, то есть никто этого не знает. Человек самостоятельно начинает принимать лекарственные препараты, которые могут привести к ухудшению его состояния здоровья, а не к улучшению состояния здоровья. Конечно же, это пагубно может сказаться на пациентах. В лаборатории СЭС в эти дни работают специалисты Ставропольского противочумного института, которые обучают новых сотрудников лаборантов станции. Об этом в интервью абхазскому телевидению рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Представители Ставропольского противочумного института оказывают нам практическую помощь в обучении тех специалистов, которые были трудоустроены благодаря тем 11 штатным единицам, которые по распоряжению президента Республики Абхазия даны для исследования молекулярной диагностики. То есть именно вот та диагностика, которая сейчас на данный момент является стопроцентной на коронавирусную инфекцию. Нам согласованы штаты 8 специалистов, те, которые будут непосредственно осуществлять диагностику, и 3 специалиста – это техперсонал, который будет, естественно, работать с санитарками, дезинфекторами по утилизации биологически опасного мусора. Обучение происходит прямо на рабочем месте. То есть эти специалисты не будут направляться куда-то в тот же Ставрополь, например, или в Ростов, или в Сочи. Они будут обучаться прямо на рабочих местах в нашей лаборатории. Уже некоторые специалисты приступили к работе, но они, естественно, заходят уже после того, как отрабатывается основная часть исследований.
То есть вот те исследования, которые лаборатория должна сделать по тестированию, по тому объему, который мы должны обследовать людей, делается в первую очередь, и потом в дополнительное время происходит обучение специалистов. Чтобы никто не мог подумать, что это вот сейчас как раз на вашем биоматериале происходит обучение или идут какие-то там, знаете, ошибки и так далее и тому подобное. Нет, это происходит в уже отработанное время. То есть лаборатория должна сделать 250 исследований. Это делается специалистами, а потом происходит обучение тех специалистов, которые вот приняты сейчас с 1 октября на свои рабочие места. Контроль над соблюдением введенных в республике ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции будет осуществлять личный состав подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел совместно с уполномоченными органами территориальных администраций. В первую очередь будут проверяться объекты общепита. Проведение свадебных и иных торжественных мероприятий с 5 октября запрещено. Подразделения управления ГАИ и МВД совместно с городскими и районными отделами госавтоинспекции также будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом. В условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране МВД призывает граждан объективно и ответственно отнестись к соблюдению всех предписаний уполномоченных органов в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В продолжение темы с 1 октября вступило в силу распоряжение мэра Сухума о временных правилах организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите населения от COVID-19, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Наши корреспонденты решили выяснить, как выполняются предписания. Репортаж Симы Аргун. С начала октября в Абхазии официально введены ограничения по предотвращению распространения COVID-19. Это значит, что люди не могут находиться без средств защиты в общественных местах, в том числе и в транспорте. Мы решили узнать, как выполняется распоряжение городской администрации. И, конечно, первым делом поехали на центральный рынок. Здесь есть остановки общественного транспорта по всем направлениям. Как мы видим, маршрутки почти заполнены. Пассажиры в основном без медицинских масок. Расклеенные в транспорте памятки, призывающие граждан с ответственностью и пониманием относиться к сложившейся эпидемситуации, игнорируются. Ни масок, ни тем более перчаток. Многие считают эти меры малоэффективными. А он вообще категорически против масок. Скажите, почему вы не верите в сам вирус или в то, что маска защищает? И в сам вирус, и то, что маска защищает. И принципиально не носите? Да. Как-то маска, чем она спасет? Она все равно не защищает, все равно воздух проходит. Так что я не вижу смысла в этих масках. Остерегаться надо. Ну, носить, я не знаю, правда это или неправда. Все по-разному говорят. Но вы не носите? Ну, когда ношу, когда нет. Всем водителям транспорта розданы предписания для соблюдения мер защиты. Согласно правилам, пассажиры должны быть рассажены с соблюдением социальной дистанции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Водители общественного транспорта нас заверили, что все рекомендации выполняются по мере возможности. Если автобус наполнен наполовину, уже включаем мотор, говорят они. Если человек хочет зайти, вы не пускаете или вы просто раньше отправляете? Раньше времени отправляют. Масочный режим, вот здесь тоже написано, вот, должны соблюдать. В основном соблюдают, может, единицы там, а так в основном соблюдают. Конечно, такое положение дел сказывается на прибыли водителей, но тем не менее многие из них считают, что здоровье населения намного важнее. Выгодно ли водителям 10 человек возить? Ну а что делать? Приходится так. Если надо, будем возить по 10 человек. То есть вы относитесь с пониманием, да, к этой ситуации? Ну а что делать? Болезнь для всех. Если это уменьшить, будем так ездить, как сказали.
Диспетчеры уверяют, что меры безопасности выполняются в полном объеме. Перед тем, как выехать на линию, водитель проходит плановый медицинский осмотр. Если симптомов инфекции нет, приступают к работе. Набирать пассажиров можно не более 10 человек. По моему направлению здесь при посадке 10 человек сажаем. Маски, сейчас пассажиров мы не можем заставлять, но водители носят. Аккуратно 10 человек и отъезжают, наполняют машины. Следят очень аккуратно. Все ребята, никто не возмущается. Все хорошо. А дезинфекцию как часто проводят машины? Каждое утро в гараже ездят, они пока печать не поставят, дезинфекцию не делают, они не выезжают. И температуру проверяют водителям. Вот так все смотрят. Хоть пассажиров меньше, чем обычно, общественный транспорт является местом повышенной эпидемиологической опасности. И в основном люди начали осознавать всю серьезность ситуации. И если есть кто не носит маски, большинство считает, что они необходимы. Во-первых, себя защищаю и другого тоже. Что делать, такая жизнь? Как-то надо себя защищать. Нужно носить маски? Весь день нужно. О чем разговор? Весь день нужно. Просто народ шутит, еще не соображает, не понимает. Что к чему. Следить за каждой маршруткой, водителем и пассажиром постоянно невозможно. Для контроля над ситуацией УГИ и МВД совместно с отделами госавтоинспекции будут организовывать рейды. В данной ситуации вся надежда на сознательность людей. Коронавирус в стране бушует несколько месяцев. Неверящих в него с каждым днем все меньше, больных все больше. А посему хочется верить, что люди осознают, любая их поездка, особенно без маски и перчаток, в будущем может аукнуться не только им, но и всем окружающим. И если вы не хотите стать частью той статистики, которая публикуется каждый день, носите маски и соблюдайте все меры безопасности. Сима Аргун, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. К другим новостям. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В поздравительном адресе отмечается: как национальный лидер, на протяжении многих лет отстаивающий интересы российского государства, укрепляющий его международное влияние, вы снискали уважение и огромный авторитет многих миллионов соотечественников не только в России, но и за ее пределами. Благодаря вашей внешней и внутренней политике сегодня Россия свободная, могущественная государство, у которого есть великое прошлое, стабильное настоящее, уверенное будущее. Искренне благодарны вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами, что будет служить прочным фундаментом для будущих поколений наших граждан. Аслан Бжаня пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу мира и процветания. 8 октября в Министерстве энергетики России под председательством заместителя министра Евгения Грабчак пройдет рабочее совещание по вопросам энергоснабжения Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии. Абхазскую делегацию возглавит вице-премьер, министр экономики Кристина Узган. В совещании также примут участие представители РУП «Черноморэнерго». Стороны планируют детально обсудить вопросы поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и результаты технического аудита, проведенного российскими экспертами. Бесперебойная подача электроэнергии из России будет осуществляться в течение всего периода ремонтных работ тоннеля. В этой связи в 2021 году планируется остановка 5 агрегатов «Ингургэс». В рамках официального визита абхазской делегации в Сирийскую Арабскую Республику состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава с замминистра экономики и внешней торговли Сирии Раней Худырахмат. Обсуждались вопросы официальной регистрации представительства ТПП Абхазии и объединения в деловой совет абхазских предпринимателей, желающих развивать торговые отношения с сирийскими бизнесменами. Кроме того, стороны обсудили открытие торгового дома Абхазии в Дамаске и ассортимент продукции, которую Абхазия будет поставлять в Сирию.
Создана новая республиканская общественная организация «Абхазское народное движение». Ее возглавил экс-кандидат в президенты Республики Абхазия Адгур Арзанба. В столице состоялась презентация организации, в ходе которой члены Высшего совета движения рассказали о целях и задачах, о планах и предстоящих мероприятиях. Подробности в репортаже Алики Трапш. Презентация новой республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» прошла в узком кругу с соблюдением необходимых мер предосторожности в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. Количество участников презентации было ограничено. Районные представители Высшего совета движения выступали по видеосвязи. Открывая встречу, член Высшего совета Абхазского народного движения Дмитрий Гварами отметил, что основными целями республиканской общественной организации являются защита национальных интересов республики, экспертная оценка текущей ситуации по основным вопросам государственного развития, создание площадки для решения вопросов национального согласия. Это то, о чем говорят многие политики, вопросы объединения народа. Наверное, один из основных вопросов, который стоит перед нашим государством. Наконец, разработка экспертных решений текущих и предстоящих задач. Мы будем приглашать на нашу площадку людей опытных, а также молодых, имеющих идеи, проявивших себя. Считаем крайне важным эффективно использовать данное нам время для подготовки качественного рывка в развитии государства. Возглавил республиканскую общественную организацию «Абхазское народное движение» экс-кандидат в президенты Адгур Арзанба. В ходе презентации движения он рассказал, что еще после президентских выборов сообщил о намерении продолжить политическую деятельность. Но прежде он и его команда решили дать время новой власти приступить к работе. Как сказал Адгур Арзанба, после ряда консультаций с общественными и ветеранскими организациями, некоторыми депутатами Народного собрания, представителями общественности и научной интеллигенции, у них возникла идея о создании нового движения. Я с сожалением об этом скажу, что мы до сегодняшнего дня не видим от новой власти никаких программ, никакого четкого, ясного видения действий в текущей критической ситуации, в среднесрочной, в долгосрочной перспективе. То есть, простым языком говоря, мы не понимаем, что делает власть сегодня и что собирается делать завтра. А в текущей ситуации, когда у нас из-за эпидемии ситуация усложняется каждый день, это умножает наши страхи и опасения. Наше желание, чтобы на базе нашего движения, когда мы говорим «наше», оно не привязано к каким-то отдельным персоналиям. Это площадка, где будет создана экспертная платформа, где будут рождаться конкретные идеи. Будет не только критика, а реальные предложения и конструктивные, взвешенные предложения, потому что здесь нет людей со стороны. Я сам работал, трудился, я знаю, что возможно сделать, находясь во власти, а что невозможно сделать. Поэтому невозможное требовать никто не будет. И, конечно, будут региональные у нас отделения, где наши региональные отделения будут вовлекать в себя и депутатов местных представительных органов. Полное будет взаимодействие с местными органами власти, где нужно помочь, будем помогать, где надо подсказать, будем подсказывать, где надо будет настоятельно рекомендовать, настоятельно будем рекомендовать. В ходе презентации также отмечалось, что работа Абхазского народного движения будет нацелена на общественную и гуманитарную деятельность. Главный вопрос на сегодняшний день, который волнует участников движения – эпидемиологическая ситуация в стране в связи с пандемией коронавируса. В ближайшие дни Абхазское народное движение намерено созвать экспертов для разработки конкретных шагов по борьбе с коронавирусом. Как заявили члены новой организации, их движение оппозиционное. Однако свою работу они планируют выстраивать в тесном конструктивном взаимодействии со всеми заинтересованными в сотрудничестве гражданами, независимо от их политических пристрастий. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
В Сухуми начал свою работу 6-й международный фестиваль культуры Фазилия Искандера «Стоянка человека». Перед его открытием директора Международного фонда культуры Фазилия Искандера, куратора фестиваля Шазину Агрба, а также режиссера художественного фильма «Детство Чика» Аслана Галазова принял вице-президент Абхазии. Приветствуя гостей, Бадрагунба отметил значимость данного культурного мероприятия и что руководство страны будет поддерживать фестиваль и впредь. Очень приятно осознавать, что фестиваль, международный фестиваль культуры Фазилия Искандера «Стоянка человека» возвращается в Абхазию. Данный фестиваль полюбился, безусловно, нашему зрителю. В рамках проведения этого фестиваля планируется ряд мероприятий, насколько я знаю. Но, на мой взгляд, ключевым событием, конечно же, является премьерный показ фильма. Я уверен, что очень интересный фильм получился, учитывая ваши предыдущие работы. Мы с ними знакомы. Да, и, конечно же, тот материал, над которым вы работали, он тоже очень интересен. И не только нашему зрителю, и далеко за пределами нашей страны. Это рассказы Фазиля Абдулловича. Так что мы с большим интересом ожидаем этого показа. Ну, мы что со своей стороны можем сказать, что, как и было ранее, и далее будем поддерживать этот фестиваль. Он очень важный не только для Абхазии. Мы знаем, что и Министерство культуры Российской Федерации поддержало данный проект. Наша задача – расширить границы этого фестиваля, и мы постараемся работать в этом направлении далее. События, которые связаны с фестивалем, они будут все время возвращать читателя. Мне кажется, что очень важно к Искандеру, потому что и кинопостановки, театральные постановки, другие проекты. Одна из задач, чтобы люди обращались снова к книге, потому что мое недовольство тем, что получилось, скажем, оно связано с тем, что я давний с детства читатель Искандера и в разные периоды своей жизни все время перечитываю его. И, конечно, то, как читатель, как я воспринимаю Искандера, и то, что получилось с фильмом, это разные вещи. Поэтому я очень благодарен Абхазии, всем, кто сделал этот проект возможным, потому что это тоже не так просто сейчас. У Фазиля, кроме художественных произведений, были еще очень интересные эссе о литературе. Он, например, считал, что есть писатели, поэты дома и бездомья. Вот Марина Цветаева – это поэт бездомья. Ахматова дома, Пушкин дома, да, Лермонтов бездомье. Но сам Фазиль – это писатель и поэт дома. Ты читаешь, и тебе становится уютно на земле в это трудное время, во всякие сложные времена. Ты как будто пришел домой, к дедушке, или куда-то, где тебя любят. Вот такого, какой ты есть. И тебе становится уютно. Но мы можем в рамках фестиваля говорить и о других наших писателях, потому что он же и влияние оказал. Церемония открытия 6-го международного фестиваля культуры Фазилия Искандера «Стоянка человека» состоялась вечером 7 октября в Государственном русском театре драмы. В ней приняли участие представители творческой интеллигенции и гости фестиваля. После официальной части зрителям был показан художественный фильм по рассказам Фазилия Искандера «Детство Чика». Во второй день фестиваля 8 октября совместно с администрацией города Сухум организаторы проведут презентацию нового сборника стихов Искандера «Звездный камень» и беседу о творчестве и о сохранении наследия Фазилия Искандера в Абхазии. Мероприятие начнется в 14 часов на набережной Махаджиров на месте утраченной читальни. Фестиваль завершит свою работу 9 октября ежегодным конкурсом «Грушевый компот».
По поручению главы столичной администрации Беслана Эшба 2 дня назад специалисты департамента по благоустройству приступили к работе по очистке территории вокруг и внутри пантеона писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии, расположенного на Сухумской горе. Несколько лет здесь не проводилось никаких работ, в результате чего все заросло травой, ветвями деревьев. Чтобы расчистить дорогу к пантеону, пришлось применить и спецтехнику. По предварительным расчетам, работы здесь затянутся на неделю. Вокруг пантеона также собралось большое количество бытового мусора, который остается от посетителей горы. Второй день расчищаем, вот здесь заросло, дорога была закрыта, деревьями завалена. Сейчас чистим и косим заодно и убираем. Неухоженно, заброшено. Желательно было бы мусор, чтобы население не бросало. Здесь заходят, мусор бросают, бутылки бросают. Смотреть надо, за кладбище следить надо. Ворота висят открыто, нас здесь никто не закрывает. Территория не маленькая, от поворота мы начали 1 неделю почти надо будет нам. В последнее время в столице участились перебои с подачей питьевой воды. В эти дни без водоснабжения оставались жители нового района и центральной части Сухума. О причинах неполадок в репортаже наших корреспондентов. Жители нового района Сухума обратились в диспетчерскую водоканала с сигналом о том, что на одной из улиц протекает водопроводная труба. Сотрудники водоканала приступили к ремонтным работам с утра 6 октября, предварительно отключив подачу воды. Приехали, раскопали, посмотрели, начали искать подходящие к замене трубы. Муфты специальные, но у нас в Абхазии их как бы нету, их надо закупать, заказывать. И вот два дня мы ждали, пока к нам приедет эта муфта, заказали, приехала, и сегодня устраняем эту утечку. Ремонтные работы на улице Киарас шли практически до 9 часов вечера. Чуть позже водоснабжение на новом районе было восстановлено. А на следующий день, 7 октября, другая часть столицы, центральная, также осталась без воды. Причина – ремонтные работы по замене канализационных труб на улицах Джонуа и Гулия. Здесь происходит укладка новой канализационной магистрали, канализационной жилы. Соблюдаем уклон на тот диаметр, который мы укладываем. То есть, чтобы не было ни засоров, никаких проблем не было. С последующим монтажом приемных колодцев, от которых, все будет, все фекальные массы будут отводиться. Устарели трубы, и сейчас производится монтаж новых труб большего диаметра, то есть, чтобы трубы справлялись. На улице Джонуа за счет того, что большие глубины от 5 до 6 метров, работать очень сложно. И поступление, то есть в то место, там, где сейчас немножко проблемный участок, но это тоже устраним, идет поступление от турбазы, и весь город сливается туда, потому что через дорогу насосная станция, как канализационная насосная станция, которая все это качает дальше, и она принимает. И, соответственно, там идут 600 диаметр трубы 600 миллиметров. Огромная, и она вся заполненная. И за счет этого сейчас там проблемы устраняют. Замена канализационных труб на улицах Джонуа и Гулия проводится фирмой «Астория Аквасервис» за счет средств российской инвестпрограммы. По словам специалистов, ремонтные работы завершатся в ближайшее время. Кугу Савардания, Тимур Гугохия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Как нам только что сообщили, в Сухумском водоканале работы по ремонту канализационных труб по улицам Джонуа и Гулия затягиваются на несколько часов. И сегодня подача питьевой воды в некоторых районах Сухума возобновится не раньше 23 часов. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в четверг в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 22-27, температура морской воды плюс 24 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.